Набирает обороты предвыборная кампания. В выборах участвуют 16 партий. Их лидеры и активисты встречаются с избирателями, агитируют, публикуют свои программы, но случаются и эксцессы. Рабочая группа ЦИКа даже рассматривала вопрос снятия с выборов действующего спикера Жогорку Кеңеша Дастана Жумабекова, который подарил семье, в которой родился ребенок, 50 тысяч сомов в качестве сүйүнчү. Рабочая группа расценила это как подкуп, но спикер уцелел. Много шума возникает из-за теледебатов, на которых многие просто несут чушь или откровенно врут, а также из-за ошибок в агитационных материалах, из-за которых возникает ощущение, что эти плакаты готовят и пишут люди, которые никогда в Кыргызстане не были или впервые сталкиваются с политикой. А неделю назад Александр Собянин, родившийся и выросший в Кыргызстане, но ставший российским политологом, заявил, что за всеми кыргызскими партиями стоят русские силовики, что вполне объясняет многие вещи. Собянин просто так ничего не говорит. И лыком в строку попадает и заявление бывшего посла в Москве Раимхула Аттокорова, который заявил, что в Кыргызстане уже обсуждается вопрос вторичного вхождения в состав России. Другой российский эксперт еще ранее говорил, что вообще за всем денежным на постсоветском пространстве стоят спецслужбы. Действительно, практически все первые российские, украинские олигархи и там, других стран, но особенно российские, действительно все первые российские олигархи являлись агентами Комитета госбезопасности. Без этого невозможно было выйти на такой уровень и обладать такими средствами. То есть стать российским олигархом в пору накопления капитала без КГБ, ФСБ было невозможно. Я думаю, что и сейчас невозможно.